Склон Тесского хребта близ Малгобека окрашен в черно-белый цвет. Это отара овец государственного унитарного предприятия «Беркут». Всего в ГУПе около 1000 голов мелкого рогатого скота. Те, что белые окраски, это овцы эдельбаевской породы, черные же – карачаевской. Подбирали животных с учетом климата и их выносливости. 371 голова овцематка, 270 голова яркие этого года и остальное поголовье валуха этого года. А тел какой ожидается? Где-то на одну голову одна это точно будет, а то бывает и две головы. Где-то до 400 голов ожидается. «Беркут» начал развивать животноводство в 2020 году по поручению главы региона. Тогда закупили овец поэтапно, по 200-300 голов в каждый сезон. Брали только молодняк, чтобы легче адаптировался к нашему климату. На пастбище мелкий рогатый скот выгоняют всю осень и даже зимой. И только когда на склонах выпадает много снега или погода слишком холодная, отару загоняют в помещение. А пока черно-белое пятно все так же на выпасе. Овцам-то не холодно, они зимуют на улице. Этого питания, вон где лощины, там трава, где мы стоим, здесь дорога, поэтому здесь рядом с Кашарой не очень. А там, поэтому мы его ждали. А там дальше, чем выше, там сочная трава, еще зеленая трава. А так, вечером, когда пригоняем, мы им солому даем, сено даем и фураж даем. Некоторые матки уже успели принести первый приплод. Он неожиданный и преждевременный, но в ГУПе новым обитателям только рады. 2 мамочек и их малышей разместили в теплом помещении. Как овечки подрастут, их отпустят в большую отару. Которые окатились, это эдельбаевская порода. У нас всего 4 головы всего окатилось. Неделю. Вот этим, которым мы сейчас находимся рядом, им где-то неделю возраст. А еще 2 пораньше окатились, им где больше месяца. Это случайный, можно так сказать, окот. Мы планируем, у нас плановый начинается вот этот окот, все начинается только в конце февраля. В соседнем помещении подготовили все необходимое для зимовки отары. Все корма, а это овес, ячмень, сено и солома собственного производства. Все с полей. Обеспеченность кормами у нас 100% на наше поголовье. Сено мы заготовили 150 тонн, солому 150 тонн, зернофуража 30 тонн. В данное время здесь 25 тонн, где мы находимся. Остальное у нас на таку. По мере надобности зимой завозим. Даем зернофуража, мы даем из расчета на овцематке 400 грамм в сутки. И на яркие, на молодое поголовье 300 грамм в сутки даем. Мы с таким учетом заготовили, чтобы нам хватило до 1 мая. В среднем один такой барашек дает около 26 килограммов мяса. Продукция ГУПа ежегодно выставляется на различных ярмарках, где привлекает покупателей не только качеством, но и ценами. Также ГУП наряду с другими предприятиями принимает участие в республиканских благотворительных акциях, как Мягксах, инициированной главой Ингушетии. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Новости 24.